Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфелина Алексеева в программе News on Air. Всех с новой неделей. Пусть она будет продуктивной и успешной. Ну а мы приступаем к самым интересным новостям. В Москве в рамках креативной недели презентовали кинопроект и платформу для расширения киносети «Экстра Синема». Появление такого проекта позволит проводить кинопоказы даже в малых деревнях и селах. Основное условие – подключение к интернету. При этом кинозал может открываться на базе уже существующего Дома культуры без дополнительных трат на персонал. Кинопроект, как и технологическое решение, полностью отечественное. По словам авторов, уникальное в мире. Изготавливают такие приборы на базе технопарка «Якутия». К слову, по затратам решение в несколько раз ниже аналогичного с использованием оборудования ДСП (DPC) стандарта. Запуск проекта намечен в День российского кино 27 августа. Практически совместили стриминговый сервис с публичным показом. Такого решения еще в мире практически нету, это уникальный продукт. Мы сейчас совместно с Фондом Кино России будем проводить также дополнительные тесты этого оборудования и нашего программного продукта. Мы об этом уже договорились. И при положительных результатах Фонд кино его хочет взять уже в создание киносети на территории Российской Федерации. Начинать ставки выше брать российскому кино, а может даже и зарубежному кино. Вот, потому что действительно проблема показа, кинопоказа, она существует. Это новая инициатива, которая достаточно оптимальна в бюджете, которая состоит из российских материалов, вот, поэтому здесь тот самый аналог, как элемент того самого импортозамещения, о котором мы говорили. Ну а в Якутске, прямо в центре нашего города, презентовали новый мурал, посвященный Году матери в республике и Году культурного наследия в стране. Рисунок изображен на фасаде здания по адресу Орджоникидзе, 7. Инициатор проекта – главный редактор журнала «Журфикс» Яна Угарова. Мурал создан благодаря грантовой поддержке окружной администрации столицы. В работе принимали участие студенты Арктического государственного института культуры и искусства, а также воспитанники благотворительного фонда «Харысхал». В начале марта я ехала из Казахстана через Москву в Якутск. Было немножко грустно. Я подумала, что было бы здорово в нашем городе сделать что-то яркое, жизнерадостное и прямо в центре Якутска, чтобы это радовало людей, поднимало им настроение. В этом мурале отражены такие вот наши прекрасные праздники, как Год материнства в Республике Саха-Якутия, Год культурного наследия в России. Да? Но вообще я думаю, что это дети – цветы жизни. О ежедневном труде и секрете вкуснейшего молока в следующем материале. Обычное утро жителей села Кюндядя Нюрбинского района. С самого раннего утра те, кто держит коров, торопятся в пункт сдачи молока. Житель села Аркадий Николаев ежедневно сдает более 200 литров молока. И это не предел. Бывало, привозил 300 литров. И это только за день. В его крестьянском хозяйстве более 20 дойных коров. Свежий удой ежедневно без единого выходного отправляется на тракторе в молокозавод. Так что про выходные Аркадий Николаевич слышал разве что из уст бюджетников. В месяц почти 10 тонн, почти так. Год мы сдаем 60 тонн, и чуть-чуть больше бывает, некоторые года. У нас крупнорогатного скота почти 88, как и дойный коров у нас сейчас 25 дойный коров. И еще мы держим лошадей, у нас кобылы сейчас 20, вот так. Основной поставщик молока – это агрофирма «Кюндядинская», которую удалось сохранить еще с советских времен. Хозяйство в связи с сезоном большого молока в сутки сдает около 2 тонн молока. Секрет хорошего удоя весьма прост. Руководство агрофирмы платит хорошие деньги за каждый литр молока, поэтому каждая доярка заинтересована в хорошем удое. Что называется, как поработаешь, так и заработаешь. На лето где-то у меня 7 рублей или 8 рублей получается, и удувается там 2,5 рубля. Нравится, как бы он сколько литров, тонн надоел,
И умножаем, и получается у них зарплата. Если не секрет, дояр в среднем сколько у вас зарабатывает? Ну, Сколько получается? На лето, да, вот самый сезон лета, конечно, у них где-то под 100 с лишним, ну, как работает работник. Но в среднем, как бы, если на летний период, у нас получается где-то 70, вот 60-70 тысяч, а зимнее время, да, вот зимнее время, у нас тоже где-то вот 50-60 тысяч получается. В молочном цехе перерабатывающего кооператива «Влада» каждый день сдают более 3000 литров молока, из которого делают около 10 разновидностей молочной продукции, начиная от пастеризованного молока, заканчивая итальянским сыром качотто. По госзаданию Минсельхоза кооперативу в этом году поручили квоту на переработку и заготовку 3748 тонн молока. У нас где-то человек 20 крестьянских фермерских хозяйств и одно предприятие, акционерное общество «Кундядьское». В нашем коллективе работает один лаборант, один мастер-технолог. Каждый день лаборант принимает молоко и делает каждый день анализы жирности, плотности, кислотности. Еще она проверяет пастеризацию продуктов, готовой продукции, влагу проверяет каждый день. Сезон большого молока для единого заготовителя – это тот период, когда нужно выполнить основную часть заданного плана. Поэтому работники «Влады» в летний период работают в форсированном режиме. Вся их свежая продукция каждый день появляется на прилавках магазинов не только Нюрбы, но и соседнего Сунтарского района. Роман Савинов, Эдуард Васильев, Нюрбинский район. Девушка-автомеханик. В следующем сюжете мы поговорим, как и почему юная девушка выбрала такую брутальную профессию. Конюшовой Анастасии Александровне. Долгожданный момент для Анастасии Конишевой, как и для всех ее одногруппников, получение диплома о профессиональном образовании. Сейчас она квалифицированный автомеханик. Настя – единственная девушка в группе и в колледже, которая выбрала себе для жизни эту мужскую профессию. Многие не понимали, типа, как ты будешь там работать, это же тяжело, постоянно в мазуте, там, в масле, постоянно говорили такие слова. Чаще всего я говорила, типа, мне нравится, не вам в грязи копаться. Во время учебы Настя наравне с парнями выполняла все практические задания, в том числе и сложные по ремонту и обслуживанию автомобилей. Даже купила себе машину для того, чтобы вникнуть в работу, как говорится, с головой. На самом деле профессия очень сложная, автомеханика. У нас надо как работать руками, но надо и работать головой. Если вот у сварщиков, допустим, у них надо уметь варить, то здесь надо подумать. Особенно такие, допустим, как диагностика, электрика автомобиля. Там просто так не получится залезть и что-то сделать. Надо думать. Насте хорошо давалось, так как она целеустремленная. Ей нравятся автомобили. Я ее неоднократно видел даже за рулем собственного автомобиля. Сейчас, конечно, не скажу какой, но была шестерка. Эта молодая, привлекательная девушка может с легкостью поменять такие детали в автомобиле, как амортизатор, пыльник, сальник, воздушные фильтры. Анастасию уже пригласили на работу на одно из предприятий района. В планах я хочу устроиться на ПТП в старом городе. Я как раз-таки у них проходила практику. Вот. Но единственное, туда хочу устроиться не как автомеханик, а как диспетчер. И как раз там нужно мое образование. Как раз я отучилась, что диплом есть. Вот. И в любом случае не буду упускать момента, чтобы, допустим, попасть к ним. Анастасия признается, что изначально просто хотела доказать, что девушки водят машину не хуже мужчин. А сейчас любимое хобби стало профессией. Ирина Жданова, Захар Головин, Вадим Барашков, Нерюнгри. А сейчас я с вами прощаюсь, но ненадолго. Встретимся уже сегодня в 17 часов на телеканале Якутия-24.